Бывали такие взрывы, что стекла просто дрожали. Вот, ну и, естественно, объявилось все время ракетная опасность. Впервые за последние 2 недели их ждет спокойная ночь, без взрывов и воя сирен. Часть эвакуированных курян разместили в Нурлатском доме для престарелых и инвалидов. Здесь отдельная кровать, чистое белье и горячее питание. Жители Курской области до сих пор с дрожью в голосе вспоминают атаки ВСУ и благодарят за прием. Очень радушно приняли, ну, очень внимательные. Нас накормили, мы же такие уставшие. Дорога, конечно, тяжелая была, дорога тяжелая была. И жители здесь очень такие добродушные, добролюбивые. Эвакуированные в основном пожилые и маломобильные граждане. Сейчас они находятся на карантине. С условиями пребывания ознакомилась министр Эльмира Зарипова. Каждый получил продуктовый набор. Они преодолели такой серьезный путь. Слава богу, все его выдержали, эту дорогу. Сейчас уже они, соответственно, были проведены все банные процедуры, были одеты и сегодня помещены в карантинное отделение с тем, чтобы пройти по регламенту все процедуры медицинского освидетельствования, медицинского обеспечения, а затем уже они вольются полностью в коллектив среди пациентов этого учреждения. А сегодня их очень хорошо и тепло встретили. Теплая встреча продолжилась. За чашкой чая рассказывали, как оставляли нажитое место, прощались с городом и боялись ехать в неизвестность. Переживали, признаются куряне. Мы этого не ожидали, вообще такого приема. Вот. И нас, значит, рассадили по автобусам. Одна партия поехала в Лениногорск, а мы поехали в Нурлак. Нас повезли. Да. Очень шикарный автобус был. Все комфортно. Мы всем очень благодарны. Как нас здесь встретили, ну, это вообще, да. Это низкий поклон всем. Это же наши люди. Конечно, мы обязательно, они даже уже разговаривали несколько раз с ними, я заходил сегодня, спрашивал, как у них ситуация, как настроение. Они сказали даже, что уже на какой-то несколько, не первый раз, когда я зашел, они сказали им, мы, наверное, даже у вас останемся навсегда. На этой неделе в Курскую область отправят новую партию гуманитарной помощи. По-прежнему работают пункты сбора в Казани, Набережных Челнах и других крупных городах. Продолжается сбор средств на специальный счет в благотворительном фонде «Акбарс Созидания». На минувшей неделе из Татарстана направили 80 тонн гумгруза. Алия Хайрудинова, Айгуль Сергеева, ТНВ, Нурлат.